Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. На шаг впереди проверяющих наши материалы с очередного рейда МВД по майнинг-фермам и просторов абхазского сегмента социальных сетей. Средств хватает лишь на текущий ремонт. Железнодорожная авария на станции Шеры едва не стала чрезвычайным происшествием. «Война и мир» Геннадий Никитченко 21 января свой юбилей отмечает российский абхазский политический деятель. Начнем с сообщения оперативного штаба за 20 января. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 524 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 91 из них. В Гудаутском госпитале 19 января скончались 2 пациента. Мужчина 1937 и женщина 1953 годов рождения. У обоих была подтверждена новая коронавирусная инфекция. А также выявлено осложнение основного заболевания – полисегментарной пневмонии. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10 875 человек, 154 летальных случаев. Выздоровели 8 701 человек. С призывом безотлагательно рассмотреть и принять комплекс мер по выходу из сложившейся в стране кризисной ситуации обратилась в Народное собрание парламента Абхазии Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии». В заявлении, в частности, говорится: налицо признаки преступной халатности, полного равнодушия к социальным нуждам и судьбе старшего поколения. Потому как наше руководство сегодня относится к проблеме борьбы с эпидемией коронавируса, трудно утверждать, что сбережение народа является его главной задачей. Из-за отсутствия системности, жесткого контроля за исполнением принимаемых решений по реализации комплекса карантинных мер масштабы распространения инфекции приняли угрожающий характер с вытекающими из них демографическими последствиями. Между тем, ученые обнаружили новый способ проникновения коронавируса в легкие, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Kale Research. Новые исследования показали, что экспрессия белка, который считается основными воротами коронавируса, оказалась низкой во всех клеточных линиях легких и трахеи, однако гораздо активнее в почках и органах пищеварительной системы. Печальная весть. В Москве на 88-м году ушел из жизни бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ и экс-министр по делам СНГ Борис Пастухов. Президент Абхазии Аслан Бжани выразил соболезнования семье Пастухова. В траурном адресе президента, в частности, говорится: ушел из жизни выдающийся дипломат и патриот своей родины. Будучи заместителем министра иностранных дел и личным представителем президента Российской Федерации, Борис Николаевич внес неоценимый вклад в процесс мирного урегулирования грузино-абхазского конфликта. Народ Абхазии всегда будет помнить и светло чтить память этого великого человека. В этот трудный час разделяю с вами скорбь и передаю слова искренней поддержки всем членам семьи Бориса Николаевича. Соболезнования семье советского и российского дипломата, государственного деятеля Бориса Николаевича Пастухова по случаю его смерти выражают ветераны комсомола Абхазии. В нашем эфире после выпуска новостей смотрите фрагменты передачи «Три интервью» о Владиславе Ардзенбо из архива Абаза ТВ, одним из героев которой является Борис Пастухов. Когда мы познакомились, складывалось впечатление такое, что да, конечно, он незаурядный человек, но что он такой упертый, ну что он такой негибкий. Ну да, конечно, принципиальность в его положении необходима, но нельзя же так. А потом я для себя сделал вывод, что если бы он тогда где-то дал слабину, дрогнул, все могло развернуться совершенно иначе.
Президент Аслан Бжани принял чрезвычайного полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба. Во встрече участвовал заместитель министра иностранных дел Иракли Тужба. Глава государства интересовался деятельностью нашего диппредставительства в Дамаске. Баграт Хутаба проинформировал президента о проводимой посольством работе по взаимодействию с органами власти Сирии. О деятельности диппредставительства, направленной на расширение всесторонних связей с Арабской Республикой. Баграт Хутаба поблагодарил президента Абхазии за помощь и поддержку в обеспечении посольства всем необходимым для полноценного функционирования. Абхазии может не хватить согласованных с Россией 800 миллионов киловатт-час в рамках перетока электроэнергии, заявил гендиректор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логов в интервью абхазскому телевидению. Причиной нехватки электроэнергии он назвал высокий уровень потребления в республике. Исходя из нынешних нагрузок, в сутки Абхазия потребляет 10,5 миллиона киловатт-часов. По подсчетам энергетиков, до завершения ремонтных работ на НГУРГЭС Абхазии понадобится как минимум 950 миллионов киловатт-часов, отметил Лого. МВД просит помощи в борьбе с майнерами. Как сообщается на странице ведомства, в сети Facebook в МВД действует горячая линия. Всех, кому известно о незаконной деятельности майнинг-объектов, правоохранители просят обращаться по телефону 226 41 41 в дежурную часть МВД, 927 28 46 в управлении экономической безопасности МВД или написать сообщение на WhatsApp и Telegram Messenger 920 20 95. На шаг впереди проверяющих. Сотрудники Министерства внутренних дел, специалисты Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также СОБР продолжают охоту за незаконно действующими майнерами. Вечером 20 января рейдовые мероприятия коснулись 3 объектов. 2 из них подверглись повторной проверке. На одном из объектов криптоферма действительно была выключена. С другой вывезено все оборудование. 3-й объект оказался действующей криптофермой с 200 машинками. Ее отключили от сети сотрудники. Слово Элеоноре Гилаян. На этот раз рейд сотрудников МВД отправился в Гулрыбский район. Первый объект – асфальтный завод в Дранде. Это вторичная проверка объекта. Здесь уже были осенью и отключали криптоферму. На момент прибытия сотрудников собственники не нарушили постановление и повторно не подключились. Оборудование было выключено. Прибывшие на место предприниматели объяснили, что не подключаются из-за коллапса с энергетикой. Говорят, относятся с пониманием к ситуации и не хотят портить жизнь своих же соседей. Следующий объект совсем рядом, производство щебенки. Здесь уже тоже отключали криптоферму. Повторного подключения не обнаружили, как и самой аппаратуры. Скорее всего, их или распродали, или перенесли в другое место. 3-й объект повторной проверки – производство «Абхаз-Вино» в Гулрыбском районе. Здесь на входе сотрудников встречает охранник и говорит, что без согласования с руководством впустить внутрь не может. После телефонных переговоров правоохранителей и предпринимателей попасть на объект удается. Контейнер огражден забором. Сам забор под напряжением. Подойти близко невозможно. Понять, теплые ли сами машинки и значит ли это, что их отключили недавно, тоже. Еще один объект – нежилое помещение в селе Пшап. О нем сотрудникам МВД поступил сигнал на горячую линию. Здесь еще рейд не проверял наличие криптофермы. На момент прибытия милиции оборудование для майнинга работало. В здании находился только охранник, он же отвечал за техническую часть вопроса. Собственники прибыли позже. На этой ферме было обнаружено порядка 200 машинок для майнинга. Вот сейчас, в данный момент, сотрудниками Министерства внутренних дел, а также местного РЭС, то есть электриков, мы данную майнинг-ферму отключили от энергосети. В дальнейшем она будет опечатана, опломбирована, также будет составлен соответствующий акт и будет, конечно, взята с собственника подписка о том, что данные майнинг-фермы обязуется он не подключать к общим энергосетям. Скажите, вы говорили, что вы проверяете документы из Сирии, откуда это заведено, когда это вы уже потом связываетесь с собственниками? Да, непосредственно, да. Мы потом вызываем данных граждан, требуем предъявить нам таможенные декларации, соответствующие документы на право ввоза на территорию Республики Абхазия, соответствующую аппаратуру. Собственник, составленный сотрудниками УБЭП, акт подписал. Сотрудники опечатали рубильники.
Свои рейды МВД сейчас проводит круглосуточно. Уже после того, как наша съемочная группа уехала, за полночь оперативников отправили на еще одну криптоферму в село Бабушара. Это видео нам предоставили участники рейдовых мероприятий. Обнаружена майнинг-ферма, которая работала 30 минут назад, но в момент прибытия нашей группы уже была отключена, так как камеры расположены, видеокамеры от объекта за километр. В данный момент ферма отключена. В ту же ночь сотрудники повторно проверили ранее отключенную криптоферму на 35 машинок. При участии РЭС эта ферма в Мирхиуле была отключена уже от питания. В четверг, 21 числа, рейды прошли в селе Нижняя Эшера. Была обнаружена отключенная криптоферма. Ее владельцы сами отключились от питания. Правоохранители здесь были впервые. Оборудование расположено в одном здании с трансформатором. Всего 80 машинок. Нежилое помещение в новом районе по улице Киарас также было оборудовано под небольшую криптоферму. Она была отключена сотрудниками МВД. По сигналу на горячую линию выехали оперативники и в частный сектор района Депо. Ферма на момент прибытия была отключена, но сотрудники пообщались с собственником жилья. Судя по всему происходящему, очевидно, что система криптоферм от их строительства до технического обеспечения и охраны работает на несколько шагов впереди системы, которая должна строить государство, обеспечивать электроэнергией жилые дома и охранять одних граждан страны от других. Элеонора Гилаян, Рамо Камке, Абаза ТВ. Народ требует ответа. Перебои со светом в Абхазии продолжаются. В некоторых районах столицы электричества нет по 6-8 часов в сутки. В самый холодный период года, да еще на фоне пандемии коронавируса, недовольство граждан растет и выливается на просторах соцсетей. Люди жалуются на холод и испорченную технику, требуют отключить все криптофермы и усилить ответственность за незаконные подключения. Полемика в комментариях о том, кто виноват, неизменно скатывается в политические баталии. Обзор соцсетей делала Надежда Боровикова. Журналист Роберт Джопуа на своей странице в Facebook шутит, что майнит тепло классическим способом. В комментариях добавляет, что печью не пользовался 3 года. Его друг, пресс-секретарь президента Алхас Чолокуа, оставляет под постом фото горящей свечи с подписью «Я смотрю, ты майнишь при свете. Это уже хорошо». Шеф-редактор «Спутник Абхазия» Дмитрий Нездоровин в той же ветке в шутку хвастается своим автономным источником тепла. Однако по другим публикациям понятно, что готовых относиться к проблеме с юмором гораздо меньше, чем возмущенных и отчаявшихся. У меня просто такой вопрос. Как жить без света целый день? Я так замерзла, что просто не могу передать. Сижу со своими 2 свечками, которые уже почти догорели. Журналист Саид Барганджа обратился к президенту Аслану Бжане со своей страницы в Facebook. «Мы замерзаем без света в такой холод. Саид живет в новом районе Сухума, и последние дни свет у них выключают по графику. Ситуация осложняется тем, что Саид и члены его семьи болеют коронавирусом». Мы так же, как и все, столкнулись с постоянными системными такими уже отключениями света. В той части нового района, в которой я живу, свет отключают уже сегодня уже 3-й сутки. В среднем мы без света, бывает, находимся 4-6 часов. В нашем конкретном случае ситуация еще усугубляется тем, что я болею коронавирусом, и вот, допустим, когда нет света, можно было бы пойти к друзьям, к родственникам, но, к сожалению, у нас такой возможности нет, и мы буквально находимся в заточении. Согласно официальной информации, фиксированного графика отключений нет, потому что сети отключают в зависимости от перегруза. На деле в некоторых районах свет отключают в одни и те же часы, в других за день могут 7-8 раз включить и выключить. Пользователь Ливан Хвития пишет, что недавно взял в кредит новую бытовую технику. Из-за перебоев с электроэнергией аппаратура сгорела, а долг в 45 000 рублей остался. Аноним Сергей
Алексей Ванаба опубликовал пост с просьбой к Черноморэнерго установить график отключений. В комментариях люди поддерживают эту идею и удивляются, до чего дошло. Народ сам просит веерные отключения. Ну что, мои хорошие, как вам такой график отключения света в Абхазии? По-моему, прекрасно. На улице жутко холодно, а те, кто живут в квартирах, прекрасно понимают, как быстро в квартире становится холодно. Вот мы вчера буквально под несколькими одеялами находился ребенок, подходишь, там трогаешь носик, он холодный. Сегодня у него уже насморк. Наверное, пользуясь случаем, я и тысячи жителей Сухума просто хотим знать, мне кажется, до каких пор это будет продолжаться, потому что мы находимся в полном неведении. То есть эти 2 дня мы как-то привыкли к такому графику отключения. Сегодня уже, судя по всему, какой-то новый график. Предприниматель Лилит Бар на своей странице в Facebook ставит риторический вопрос. Почему мы должны мириться с этим и терпеть? Если чиновники разводят руками, не могут решить этот вопрос, значит, надо уходить с должностей и освободить места тем, кто может разрешить ситуацию, резюмирует Лилит Бар. Пользователь Ахра Аристава призывает ввести уголовную ответственность за хищение электроэнергии, потому что без ощутимых рычагов давления эффективно бороться с криптофермами правоохранители не могут. Я просто не могу поверить в то, что сегодня наконец-таки не выключили свет. Хотя, может быть, я рано радуюсь и Пользователь Константин Васильев пишет, что переток из России есть, а света почему-то нет, и спрашивает, кто будет отдавать долги за это. Официальной информации об объемах, стоимости и источниках финансирования перетока пока нет ни от Министерства экономики, ни от других ответственных ведомств. Однако помощник замглавы администрации президента Сария Чамагуа распространила в группах информацию, что президент Аслан Бжания, цитата, «уже давно договорился, что Российская Федерация оплачивает переток. Никаких долгов нет». В комментариях люди сомневаются и задают уточняющие вопросы, но Сария Чамагуа подробностями не делится, пишет, что официальная информация будет позднее. Надежда Боровикова, Абаза ТВ. Ремонт участков дорог в Гудаутском и Гагарском районах приостановлен из-за погодных условий, рассказал спутник начальник технадзора Управления капитального строительства Абхазии Дикран Хиндба. Он также уточнил, что асфальтирование 6 километров дороги в селе Абгархук уже завершено, но специалисты не успели приступить к ремонту дороги в селе Ачендара протяженностью 4 километра. В Ачендаре приступят, как распогодится. В Пицунде осталось 3 километра, но тоже пока ремонтники не могут завершить работы из-за непогоды, отметил Хиндба. Средства есть лишь на текущий ремонт. Железнодорожная авария на станции Шер едва ли не стала чрезвычайным происшествием. Цистерны с топливом сошли с рельсов при проведении маневровых работ, но повреждены не были. Однако отрезок пути нуждается в ремонте, который прямо сейчас и проводится силами Абхазской железной дороги, хотя это часть рельсов подведомственна компании «Абхазстоп». Об этом и других проблемах АЖД в репортаже Марианы Котовой. Авария произошла из-за гнилых шпал. Как рассказывают специалисты, дерево сгнило, увеличилось в объеме, а от этого разошлись рельсы. Расстояние между ними стало больше, поэтому вагоны сошли с них. Здесь видно, что есть главные пути здесь на станции, которые уже мы перевели во время капитальных ремонтов на железобетонные шпалы. По ним особых проблем нет. Но на том участке, где произошел сход, то есть выход с первого пути и заезд на тупик Абхазстоповский, там еще лежат старые деревянные шпалы. Как рассказывает главный инженер Абхазской железной дороги, совместными усилиями удалось быстро расчистить аварийный участок и не допустить развития ситуации до уровня чрезвычайной. Здесь мы своими силами справляемся. После схода они были здесь, оперативно было принято решение по сливу груженных вагонов, что ими было сделано за один день. 3 цистерны на месте было слито, что облегчило намного нашу работу. Сюда мы пригоняли пожарную машину, обеспечили безопасность людей и проведение работ. Бетонные шпалы установить на этом отрезке пути, по словам главного инженера АЖД, невозможно, так как рельсы в этом месте уже. По параметрам бетонные сюда не подходят, поэтому сейчас гнилые шпалы меняют на чуть менее гнилые, чтобы восстановить доступ к хранилищам Абхазстопа. Путь, к сожалению, требует постоянного ухода. Есть такое понятие, как текущий ремонт, которым мы занимаемся, но есть тупики, которые принадлежат
значит, другим хозяйствующим субъектам, которые должны сами заниматься ремонтом своих подъездных путей. Гром грянул, и Абхазтоп запланировал капитальный ремонт этого участка. Судя по тому, что по поручению этой госкомпании специалисты АЖД начали составлять смету. Они уже официально к нам обратились о том, чтобы мы составили смету на капитальный ремонт их подъездного пути. Этим мы сейчас уже занимаемся. Абхазская железная дорога может позволить себе сегодня только минимальный текущий ремонт. Объемы перевозок, которые осуществляет АЖД в настоящее время, не дают организации развиваться. Поступающие, конечно, платежи, они не хватают, но в каких-то объемах необходимых, как сказал, текущий ремонт, в самых минимальных объемах для поддержки, чтобы обеспечить безопасность провоза грузов, мы обеспечиваем, умудряемся. Чтобы развиваться, конечно, нет. По словам инженера, главный путь, по которому ходят пассажирские поезда, в хорошем состоянии. И безопасность передвижения по нему не вызывает вопросов и сомнений. Но, несмотря на это, раз в 3 месяца проходит обязательная проверка пути от ПСО до Сухума специальной лабораторией. В год 4 раза запланирован проход путеизмерительного вагона от 6 до 8 параметров неисправности, которые он фиксирует. И в конце выдает расшифровку, ленту, по которой мы, начиная, значит, от начала и до конца, проходим и устраняем все эти неисправности. Леонид Куруа рассказывает, что Абхазская железная дорога в том состоянии, каком она находится сейчас, способна перевозить 6-8 пар поездов в сутки или около 1 миллиона тонн груза в год, а перевозит не более 300-500 тысяч. В основном это ГСМ, строительные материалы и продукты. Причем в 2020 году объем перевозок упал. В 2020 году, конечно, были меньше. Перевозка даже угля резко упала. И имеется в виду уголь, который перевозится из России через Абхазию морским путем дальше. Сегодня, как и все послевоенные годы, Абхазская железная дорога выживает. Улучшить положение здесь может только увеличение объема перевозок. Сотрудники АЖД надеются на реализацию активно обсуждаемых угольного и газового проектов, потому что для железной дороги только движение и есть жизнь. Марьяна Котова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ. Туристический поезд в Сочи совершил 6 рейсов в Абхазию с начала Нового года, рассказал «Спутник» начальник пассажирской службы РУП «Абхазская железная дорога» Эмир Аграба. Ретро-поезд в Сочи курсирует в Абхазию с августа 2020 года. Рейсы продолжились в межсезонье и в зимний период. Поезд совершает рейсы из Сочи в Гагру с 13 января каждый день, кроме вторника. «Война и мир» Геннадий Никитченко. 21 января свой юбилей отмечает российский и абхазский политический деятель, председатель Конгресса русских общин соотечественников России в Абхазии, герой Абхазии, кавалер ордена Леона и Российского ордена Дружбы, полковник вооруженных сил Абхазии Геннадий Васильевич Никитченко. Моя коллега Виола Барганджа встретилась с юбиляром. Жизнь в Абхазии, война, затем активная общественно-политическая деятельность. О том, что судьба русского инженера с Украины сложится таким образом, сам Геннадий Васильевич и не предполагал. Тем не менее, из-за случившейся трагедии, смерти старшего сына, в 1978 году семья Никитченко принимает решение сменить место жительства и в качестве нового дома выбирает солнечную Абхазию. Почти сразу, найдя работу в области сельхозстроительства, семья поселилась в селе Меркула Ачимчирского района. Счастливая жизнь продлится недолго. Спустя 14 лет в Абхазии начнется жестокая кровопролитная война, когда Геннадий Никитченко, не задумываясь, станет на защиту республики. Каждый человек стоял перед выбором, то ли убежать, то ли не убежать. В принципе, конечно, было желание не воевать. Это всем известно, что война – это самое плохое дело. Но когда уже случилось, когда грузины зашли, уже до Сухума дошли, то уже, собственно, было бежать некуда. Сзади горы, слева грузины, справа тоже грузины. Поэтому бежать было некуда. Да. И на семейном совете мы собрались и решили, дети уже были взрослые, что нам делать. И решение было однозначное, что мы здесь жили и будем жить, и надо стать на защиту нашей Родины от этих негодяев, которые пришли покорять Абхазию.
На войне Геннадий Никитченко оказался как раз кстати. Его опыт и профессионализм инженера помог абхазским бойцам почти сразу организовать активное сопротивление грузинским оккупантам. Когда началась война, ко мне подошли, значит, ребята, мои знакомые абхазцы, и говорят: Геннадий Васильевич, ты опытный человек, знаешь, нам требуются специалисты, которые бы помогли нам в этой войне. Ну, и я дал согласие. Вначале мы занимались минированием дорог. Минировали это в шахтах. В Фаршире у нас на шахтах были склады аммонала скального. И вот мы этот аммонал, значит, в баллоны газовые открывали, начиняли аммоналом, закапывали в землю, и чтобы танки не прошли. И взрывали танки эти. Потом танки эти вытаскивали. Мы организовали группу, которая чинила их. Из 2 танков делали 1 танк. У нас на Восточном фронте появилась бронетехника. До этого грузины беспрепятственно заходили в села и чинили беспредел. После этого им уже не пришлось это заходить, и они уже обстреливали нас издали. Геннадий Никитченко во время войны занимался организацией обороны и жизнеобеспечения взятого в блокаду Очимчирского района. Был заместителем командующего Восточным фронтом Мираба Кишмария. Руководил операциями по освобождению Восточной Абхазии. Искренний патриотизм и любовь к своей уже родине Геннадий Васильевич проявил и после войны. В 1994 году он был избран председателем Конгресса русских общин Абхазии, сменив на этом посту убитого Юрия Воронова. Совместно с первым президентом республики Владислава Марзенба он предпринимал усилия для преодоления международной изоляции, налаживания экономических и политических связей с Россией. В то время Абхазия не была признана, поэтому всякие государственные учреждения, они не признавались в России, как бы они не были допущены до власти, не признана республика. Да, а вот через общественную организацию можно было. Тогда через Конгресс русских общин проходило все. И почта, и все помощь, и все, что нужно было. Это решалось через Конгресс русских общин, через нашу организацию. Да. Я встречался с Черномырдиным, я встречался в Госдуме со всеми депутатами. Через них я решал проблему ввоза селитры сюда, ввоза сюда гуманитарной помощи. В общем, все проходило через Конгресс русских общин. Фактически Геннадий Никитченко многие годы являлся неофициальным представителем России в Абхазии, а также членом Совета соотечественников при Госдуме Российской Федерации. Именно благодаря его упорству в республике в 2002 году была проведена акция по предоставлению российского гражданства жителям Абхазии. Мы написали письмо Путину Владимиру Владимировичу от русских в Абхазии. И просили Путина, в общем, не отталкивать Абхазию от себя, что Абхазия, она верный и надежный союзник Российской Федерации, что Абхазия всегда тянулась к России, и сейчас ее отталкивать, это просто неправильно. Я сейчас не могу сказать вам точно, дословно этот текст, но он и есть, он был опубликован. Вот. И потом через 2 недели после этого обращения меня вызвали в Москву и попросили сделать хотя бы 50 тысяч граждан России в Абхазии. Во всех городах были организованы пункты приема документов. И мы за 2 месяца собрали 117 тысяч документов и вывезли их в Россию. Вот. И с тех уже времен не 50 тысяч, а 117 тысяч. Тогда уже, я понял, что обратного пути, в общем, нету. То есть уже отказаться от Абхазии Россия не сможет. Геннадий Никитченко внес весомый вклад и во внутриполитическую жизнь республики, являясь на протяжении 11 лет депутатом парламента Абхазии. А сегодня Геннадий Васильевич отмечает свой 75-й день рождения. При всех, трагических моментах своей жизни я все-таки благодарен. Благодарен судьбе, что я оказался здесь, что я оказался с этим народом, с абхазским. Я прочувствовал, как надо любить Родину, и как надо ее защищать. И я это знаю, я знаю, как поступать. Виола Барганжа, Сосрыкла Гухава, Абазатова. Ее 80-летие 21 января отмечает заслуженный работник физической культуры и спорта АССР, почетный мастер спорта Республики Абхазии, заслуженный тренер Республики Абхазии по волейболу, кавалер ордена Акдзябша 3-й степени Олег Кучевич Лакраба. Государственный комитет Республики Абхазии по делам молодежи и спорту в лице председателя Джемала Губас поздравляет Олега Лакраба с юбилеем.
Олег Кучевич посвятил жизнь развитию и популяризации волейбола в нашей стране. Блистательные победы его воспитанниц на самых престижных соревнованиях вошли в спортивную летопись Абхазии. Отрадно, что и сегодня он продолжает активно работать, тренировать новое поколение чемпионов. Мы искренне благодарны Олегу Кучевичу за многолетний труд и преданность профессии, говорится в частности в поздравлении. И зугару привепшим закоцеру козмо команду хочка даричку хузака хочка рхошачку акчара куирлсни эрор тоху обрияшца ой яхзу уйла хагауца ахакчара ка ирлснир тоху яшца все он сгзаку хоцоз и тепхачерча знур харкало знур дизгер характер ко хозхазу аджо туцаро лазнейша чаджо чакала чаджо хузаку бжитогну лацари агиду хварху чаджо лацари залку кахата бжта схоцусалак ицегеус зурту сагад сымч адстракон ицега имачес что диростес. О магии косамцитаха, и регостес гибачес что. Ну, сухум десачуп, аха я играет кадею купужди, ахочкачкон через хосист, а тепа через семен, ахачкон через хосист, а бризиге упхалхаз дашиш, сагас ус зурстоху. Акарсохозусар. Репортаж о заслуженном тренере Абхазии по волейболу Олеге Лакраба смотрите в нашем воскресном эфире. В завершении выпуска о погоде. Как сообщают синоптики, в пятницу 22 января в республике переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью -3, днем до +9. Температура морской воды +10. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на сайте abaza.tv. До встречи!